себя. Таких 3 момента, которые мне хотелось бы услышать, как вас зовут. Чего ждете от меня? Условный вопрос, что пришли. И, наверное, самое главное, ну, мне всегда приятно, когда я попадаю в желания людей, поэтому вот сразу знаю, что от меня хотят, а я уже буду думать, как дать, что от меня хотят. И последнее, наверное, самое главное, мне хочется узнать про какое-то настроение сегодняшнее, в каком статусе человек пришел, чтобы знать, что с ним можно делать, а что делать нельзя. Мне кажется, это имеет вообще непосредственное отношение к театральной деятельности, к актерской. Я все-таки театр представляю, не просто какие-то жизненные уроки, а в театре. Если у актера плохое настроение, зритель это сразу видит. Актеру очень важно это настроение как-то менять, делать его всегда хорошим. Вот. Ну, бывает так, что приходишь на репетицию, у всех пасмурный день сегодня, все, когда репетицию отменяешь, сидим, пьем чай, да, все по-другому. Я Дима, руководитель инструментального театра «Рай», немножко нервничаю. Чего ж ты это же такой актер не нервничает. Если он не нервничает, то с ним уже что-то не было. Жду новых людей. Мне всегда интересно видеть новых людей, потому что от них подпитываешься. И ну, какой-то там воображаемой энергии. Из-за того, что перенимаешь какие-то интересные навыки, смотришь на человека, это вообще фантастика. Это потом все складывается в какую-то копилку, да, и в итоге получается хороший, красивый какой-то образ. Да. Ну, настроение, говорю, нервное. Часовой или противочасовой? Как угодно. Могу пальцем. Я поняла. Да, у меня чудесное настроение, я добралась до Минска. Вот, поэтому у меня хорошее еще настроение. Я издалека приехала, специально на фестиваль. Приехала заранее, поэтому успела попасть в мастер-класс. Вы скажите, чего хотите? Ну, в общем-то, как бы так заявлено было по пластике что-то. В общем, мне вообще очень интересна пластика, пантомима. У меня, к сожалению, в городе нет вообще людей, которые этим занимаются, поэтому любой опыт, связанный с телом, с выражением мысли через тело, это просто на ура, здорово, рада любой информации, любым картинкам, идеям. А вы из какого города? Тирасполь. Тирасполь. Приднестровье. Да. У нас тоже свой театр. Любой опыт для меня интересен. Ну, опять же, какая-нибудь какой-то заряд. Готово на все, пробовать все. То есть в рамках мастер-класса можно делать. Хорошо, спасибо. Ну, раз пошли по кругу, давайте. Саша, ну, я школьница, и мне пока что все вокруг интересно, так что я вчера только услышала и подумала, что мне бы очень хотелось ходить, тем более я хожу сейчас на актерские курсы Андрея Савченко, и потому как-то вдвойне есть интересы к театру. Вот. Но с настроением, да, сегодня хороший день, такой, не слишком много солнца, тепло, хорошо, птички поют. Хорошо, спасибо. Меня зовут Катя, и я, в общем-то, пришла сюда без какого-то намерения серьезного. Я как раз совсем как-то не в этом, не совсем в этой среде. То есть для меня это все совсем как-то ново. То есть я пришла просто больше сделать что-то, пообщаться, посмотреть. Хорошо. Настроение. Ну, когда я сюда ехала, я была немножко раздражена толпой и жарой, и меня все вылилось из рук, но вроде сейчас ничего. Хорошо, спасибо. Хорошо, я Федор. Я совершенно не знал, куда я иду. Мне позвонили, сказали, что вот есть такие интересные мероприятия, можно посмотреть. Вот, я проездом, я еду из Чехии, из Смоленска. Вот, ну, просто провести время. Хорошо, спасибо. С настроением. Да, настроение. Я уже вижу. Меня зовут Ирина.
ехала сюда целенаправленно из города Полоцка, скачала программу, знала, что будет. Вот, хочу попробовать, с театром знакома, наверное, лет там, да, с детского сада, потому что потребность такая себя показать свои какие-то качества, поиграть есть, и поэтому, ну, есть идеи по поводу работы, вот что-то может быть театральная студия, какие-то детские праздники, ну, в общем, опыт плюс общение с людьми, какие-то новые, может быть, интересные знакомства, которые, ну, посмотреть, что, может быть, мы не одни такие звезданные. Потому что когда начинаешь в городе кому-то говорить, что вот такие есть идеи, на меня смотрят, ну, творчество, это ясно. Ну, как-то отношение к этому. Поэтому хотелось найти людей, которые тоже этим увлекаются, и что мы не одни такие из нас. Вот. Настроение отлично. Дальше начнем, собственно, действовать. Мы всегда перед тем, как чем-то заниматься, всегда пытаемся, ну, сейчас мы некий такой общий тонус психологический пытаемся нащупать. Понятно, мы первый раз друг друга видим, это сложно сразу сделать, когда какой-то сбитый актерский коллектив, там, в принципе, ты смотришь на человека и понимаешь, что стоит ли тебя трогать, пусть сидит себе за шкафом, не будем мешать. Ну, раз уж мы решили заниматься интересным действием, нужно пытаться подготовить тело свое к чему-то дальнейшему. Мы в рамках своей театральной деятельности придумали некую разминку. Она может быть неправдой, она может быть совершенно вымыслом, с другой стороны, она может быть чем-то гениальным. Я не знаю, никто не проводил никогда анализа, мне говорят, что это немножко похоже на ушу, на гимнастический комплекс такой. Мы начинаем прорабатывать по очереди все части тела, которые у нас есть. Начинаем с того, что и так в жизни хорошо работает, это руки. Потом переходим к ногам, и в конце начинаем двигать позвоночник. Значит, весь принцип работы заключается в том, что мы напрягаем что-то, затем расслабляем. Ну, тело само по себе, мышцы, они знают только два сигнала: напрячься и расслабиться. Мышцы не знают ни сторон, ни вверх-вниз. Это человек уже как-то, исходя из положений там, определенных групп мышц, пространственно понимает, какая у него есть позиция. Мышца понимает, как ей нужно напрячься, ей нужно расслабиться. То есть, не знаю, 20 мышц в руке, все напряг, все расслабят. Это тело понимается. Сказать телу двинься вправо, вот здесь вправо, а режиссер тебе из зала кричит, что ты не прав, потому что для режиссера вправо это в эту сторону. Тело совершенно не знакомо с этими делами, тем более там, когда ты повернулся, уже право-лево местами повернулся. Ладно. Первое упражнение, оно называется комок били. Надо представить, что где-то в кисти, в ладони лежит какой-то кусок какого-то очень трудно мнущегося материала, который мы будем продавливать только первыми двумя фалангами пальцев с целью проработать такое движение, которое в жизни мы не часто делаем. Все, что мы делаем, мы все делаем через такое, как будто бы рука затянута пленкой. Чтобы ее очень сложно продавить. Все разминка вещь достаточно такая индивидуальная. Как правило, человек, который долго чем-то занимается, он представляет свои собственные проблемы в теле, и он знает, что больше, что меньше нужно разминать. Это зависит от рода деятельности, от каких-то не знаю, заболеваний, статуса тела. Обычно какой-то критерий, вот стало тепло внутри, значит, все, мышцы размяты, можно двигаться дальше. Следующая штука называется веер. Открытые такие большие пальцы. Мы их в таком же открытом состоянии складываем и раскрываем обратно. То есть получается движение от мизинца идет к большому пальцу, открывается. Потом в другую сторону от пальца, от большого к мизинцу. Целиком получается такая
хитро выкрученная волна. Опять же, напряжение, пальцы как будто бы все время вот тянут во все стороны одновременно. Не прямая кисть, раскрыта. И после каждого упражнения обязательно нужно немножко сбросить тело, потому что остается некий остаток напряжения, который может мешать работать. Дальше переходим выше. Запястье. Запястьем собирается кисть, такая позиция называется когти тигра. Царапающая. Вращение. Если что-то хрустит, это нормально. Хорошо. И то же самое. Чуть-чуть забросить, потрясти. Дальше немножко все пойдет уже посерьезнее. Если вдруг кому-то что-то мешает из одежды, можно скинуть. Значит, у нас получается подвешенный локоть, работает предплечье и свободная кисть. Я на одной руке покажу, что ставим было. И все равно все идет через напряжение. Раскрытие сюда. Если в две руки делать, такое движение достаточно медленное, спокойное, но напряженное. Все время нужно ловить ощущение того, что вас тянут. Как только какая-то часть тела начинает работать, она все время пытается вытянуть себя. Хорошо. Сбросить. Сделали локоть, дальше у нас по ходу начинается плечо. Плечо еще один очень важный принцип, про который сразу забыл сказать. Если что-то отработало, то есть мы еще только разминку делаем. Да, если что-то отработало, больше ему работать не надо. То есть если я вращаю предплечьем, то кисть у меня старается быть свободной. Дальше я работаю плечом, плечевая кость работает, предплечье висит. То же самое. Да? Ощущение такое, как будто бы мы чертим огромный круг локтя. Вытягивается наверх, назад, вниз, вперед. Все греется, греется. В обратную сторону идет. Сделалось. Чуть-чуть поболтать рукой. Расслабься. И на вторую. Отлично. И сбросить обе руки, чтобы свободно летали. Не было никаких зажимов в теле. Казалось бы, все на руке, на самом деле еще не все. Одной рукой работать это только полдела, а нужно еще работать в обе руки. Представьте, что у вас между руками натянут какой-то кусок такой резины, который очень сложно растянуть. Но нам это надо делать. Такое раскрывающее движение. Локти назад уходили. Лопатки сталкивались между собой. По сути дела, это движение, как будто бы мы сели на тренажер в спортивном зале, который разводит, сводит мышцы. Здесь мы делаем то же самое, исключительно собственные мышцы. Не нужны никакие дополнительные приспособления. То же самое делается вперед, закрывающее сильное движение. Через большую напряженную закрытие.
кажется, это движение одно из таких принципиально важных. Значит, тут смотрите, какая петрушка будет. Нужно уметь отличать движение плеча от движения грудной клетки. То есть если я, допустим, назад положу плечо, то это движение плеча. Если я это делаю совместно с грудной клеткой, плечо по сути не двигалось. То есть я вышел вперед позвоночником, а там все как было, так и осталось зажато. Нужно постараться грудную клетку не включать. Мы продолжаем вращение. Наверх, вытянули очень высоко. Вперед, вниз, назад. А грудь как была, на месте остается. Тоже один из важных принципов работает исключительно то, что нужно для движения. Если мы вращаем плечами, если вы так назвали это движение, значит только плечи его и будут выполнять. Хорошо, точно только сбросить. Немножко более активная такая штука. Вот как в школе. Прошли какой-то отрезок программы, нужно сделать контрольную работу. Здесь то же самое. Проработали всю руку, нужно понять, насколько она свободна. Как это делается? Нужно немножко себя приземлить. Приземлить для того, чтобы зафиксировался таз. Он здесь нам совершенно не нужен. Он будет, если он будет двигаться, он будет только мешать упражнению. Расслабить руки и сделать сильное движение грудной клетки, так, чтобы рука выскочила, вылетела прямо в горизонталь. Осторожно смотрите тут картины, чтобы вам случайно не испортить. Движение закладывается именно в грудной клетке. Это не движение руки. Рука свободная, она летает как веревка, как хлыст. Немножко развеселились. Теперь пойдут сложные вещи, потому что надо тут двигать ногами. Смотрите, как у кого позволяет одежда. У меня тоже не очень рабочий вид. Ну, в принципе, что получится. Первое, что мы делаем, мы пробуем поработать стопой. Не знаю, насколько кому позволит обувь. Тут есть два варианта того, как это делается. Первый вариант — это когда мы выключаем ногу из движения и работаем просто по кругу голеностопа. Носком черчу такой немножко ломаный круг, наклонен вверх, вниз ухожу, бедро у меня стоит на месте. Это дает возможность потянуть здесь боковые мышцы, которые в жизни не очень хорошо работают, но они бывают нужны в многих всяких движениях. Второй вариант — это когда я включаю в бедре поворот, получается гораздо больше объема движений, за исключением только того, что половину движения на себя берет бедро. То же самое делаем второй ногой. И вот тут смотрите, сразу начинаются такие удивительные вещи, о которых в жизни редко задумывается. Когда мы стоим на одной ноге, самая устойчивая и удобная позиция — это ее немножко согнуть. И как только нога прямая, меня начинает водить по сторонам, шатать, падать. Достаточно чуть-чуть сделать себе сгиба, бедро куда-то сваливается в сторону. Получается отличная, устойчивая позиция на одной ноге.
если одна нога в состоянии выдержать вес человека, она должна уметь это делать. Все, что есть в человеке, моя такая твердая позиция, все нужно уметь работать на полную катушку. Вот с ногами та же история. Так. Дальше мы обычно за что-то держимся, потому что, ну да, может подоконник, может чуть-чуть за стену, только что-то не особо ее не испачкать. Потому что дальше начнется работа в колене. Здесь, смотрите, такой принцип. Колено должно быть полностью раскрытым в состоянии, когда нога отведена в сторону. То есть, если у вас не получается ее полностью раскрыть, вот так поднимать не надо. Недоработка получается. И я черчу большой круг. Тоже через напряженную голень. Каждый раз открываю полностью, выхожу в другую сторону. И с другой ногой. Та же история. При этом опорную ногу я все равно стараюсь держать немножко согнутой, для того, чтобы не тратить много энергии на удержание равновесия. Как только я вытягиваюсь на прямую ногу, тут же начинается проблема с падением, с шатанием себя. Ну, дальше смотрите, дальше нужно заняться бедром. Ну, кстати, правильная мысль. Можно немножко стряхнуть ногу. Если ногу надо уметь встряхивать так же, как мы встряхиваем руку. Я руку потряс, у меня расслабленная стопа. Кисть. С ногой у нас расслабленная стопа. Если стопа так вот не дрожит, значит какой-то зажимчик в голеностопе. Значит, больше нужно где-то себе его стягивать. Дальше начинается работа над бедром. Это вещь, которая еще более сложно дается без привычной рабочей одежды. Поднимается настолько колено, насколько я его могу поднять, в сторону, выворот небольшой, назад, опустить. Все это пока в плане разминки. Для того, чтобы немножко разогреться. Что может быть разогрето. И опять же, опора всегда немножко подсогнута. Когда я на одной ноге, это хорошо делаю. Сесть, уходить. Забыть. Хорошо. И опять немножко вести, сбросить. Ну, для сброса всей ноги еще есть одно хорошее упражнение. Мы делаем как будто бы удар вниз. Но в тот момент, когда нога, собственно, ударяет, вы должны почувствовать сзади такую сильную вибрацию. Бедро должно расслабиться. Руки закончили, ноги закончили. На самом деле ноги не закончили, просто не буду восхвалять по полу. Там еще большая программа для того, чтобы поработать немножко над растяжкой. Мы обычно работаем на земле, но как-то мне жалко вас. Да. Ну, я же говорю, что немножко с организаторами не договорились по этому поводу. Мы начинаем двигаться по позвоночнику, сверху вниз. Это, наверное, самое важное и касается это не только театра, но и жизни вообще. У нас позвоночник в жизни, ну, что он делает? Стоит, держит голову,
иногда поворачивается в полоборота и чуть-чуть наклоняется. Иногда йога занимается. Это хорошо, я про общественный позвоночник. То есть, если вы занимаетесь чем-то, это только плюс. Позвоночник в школе работает очень хорошо. Раз Позвоночник, да. Может быть. Я потом, если не забуду, немножко покажу про правильную посадку на стуле. Это такая сколиозная проблема, наверное, всей современности. Согнутая спина и остеохондроз появляющийся. Но мы начнем разминку позвоночника, начиная с шеи. И первое движение – это попытка головы подвигаться в горизонтальной плоскости. Причем тут, смотрите, еще я все время буду возвращаться к одному и тому же, к расслабленным ногам. Как только я опустил ноги, чуть-чуть назад отставил таз, у меня сразу освободился весь позвоночник. Вроде так не очевидно. Связь таза с шеей. Таз свободный, больше движения сразу. Таз зажатый. Так, не могу двигаться. Напряжение от таза через весь позвоночник идет вверху. Теперь нужно отпустить шею, свесить голову. Представить, что голова как яблоко по тарелочке катится. Назад закидывает, а сзади падает вниз. Еще один очень важный принцип. Я много буду всяких принципов называть. Сложно запомнить. Нельзя бороться с гравитацией. Если голова может упасть вниз сама, пусть она падает сама. Проблема в том, если голова не падает. Если есть какой-то зажим в шее, и он не дает, не пропускает ее туда, застревает на середине. Значит, больше к предыдущему вернуться упражнению, пошатать, посильнее сделать. Ну, в общем, с шеей надо быть осторожным, потому что неловкое движение, особенно помещение холодное, можно потянуть неделю. Жить. Хорошо. Шея, полбеды. Дальше у нас начинается, собственно, позвоночник. В идеале, дальше будем вращение делать. В идеале нужно научиться разделять движение грудной клетки и движение в животе. Тут сам позвоночник хорошо анатомически делится. Опять же, немножко выдвинуть таз назад, свободные ноги, выход грудной клетки вперед. Если помните, когда работали с плечами, была задача не путать движение плеч и грудной клетки. Здесь то же самое. Вот это движение грудной клетки. Она идет вперед. Вот это движение плеч. Внешне может быть никакой разницы. Вопрос в том, как вы изнутри чувствуете. Есть ли движение там в спине? Грудная клетка. Для того, чтобы грамотно сделать это вращение, сначала нужно разобраться с контрольными точками. Сначала я провожу вперед, потом я смещаю грудную клетку в сторону, опять же плечи у меня свободны. Это не движение плеча, движение грудной клетки. Напряжение вот где-то здесь, под мышкой находится. Потом ощущение такое, как будто бы вам на грудину надавили, втянули назад. Такая позиция. И обратно в сторону. Смещение. Еще раз. Вперед. В сторону. Назад. В другую сторону. А теперь попробовать все эти точки соединить. Очень так
такое хорошее движение не только для пластики, но и для того, чтобы немножко раздвигать себе голосовой аппарат. Как мне кажется, у меня сейчас голос стал немножко ниже, не потому что я решил заговорить с басом, а просто потому что пошатало все, что принимает участие в создании голоса, одного резонатора, заработал запел, у меня сразу изменился тембр голоса. Дальше еще круче для голоса будет. Это живот. Тут, поскольку сверху у нас в основном работал позвоночник. Если у кого-то там большие грудные мышцы есть, они тоже могут включаться. Но это не обязательно. Когда мы работаем с животом, здесь работает и поясница, и так, и пресс. Выхожу вперед, но натурально вперед нужно выходить животик. У кого есть. У кого нет, выращивать. Движение в сторону. Вот здесь. Здесь движение. И высоко. Потом назад. Получается, что у вас таз, пресс выдавливается. Не только позвоночник выгибается в ту сторону, но и все кубики, там, которые накопились в течение жизни, вдавливают назад, позвоночник, желудок прилипает. И в другую сторону. Вот сюда. Опять же, если мы слегка отставим таз, то движение получается более объемным, более выразительным. Назад. Ну, приблизительно да. Но на самом деле у них прям именно тут упражнения Да, тоже да. разминки у них. Точно такой же Да. грудной части. Да. Все вот эти. На самом деле тело одинаково у всех. И с какой стороны ты к нему не подходи, ты все равно в конечном итоге придешь к одному и тому же. Просто... Когда надо, чтобы оно было живым и хорошо работало. Да, да. Ну, к сожалению, этим надо заниматься всегда. Это математикой можно заниматься сегодня, а потом там, через месяц продолжить занятия. А телом нужно заняться каждый день. Если не занимаешься, оно все прахом проходит. Ну, давайте двинемся дальше. Дальше у нас будут такие хитрые наклоны. Они немножко похожи на школьные, но не совсем школьные. У нас должен быть фиксирован таз. Это самое главное. Сейчас мы пробуем макушку головы прямо опустить туда. В землю, но таз при этом не двигаем. Для того, чтобы вот здесь, с этой стороны, возникла такая большая дуга напряжения. Если в этом же движении взять и перекинуть руку, у нас получится сплошная дуга от локтя где-то аж до колена, если хорошо себя потянуть. Да. И потом в этом же напряженном состоянии вытянуть себя наверх и сложить в другую сторону. Тут тоже потянуться. В данном случае это движение не должно быть расслабленным. Нужно представить себе, что вы такой пруд металлический, который очень сложно согнуть. Но разогнуть его еще тяжелее. И потом сложить себя в другую сторону. Это полбеды, еще вперед-назад. То же самое. Значит, тут смотрите. Мы пока не работаем на уровне поясницы. Есть у нас такой пластиков термин, называется перелом напряжения. То есть он не имеет ничего общего с реальным переломом. Это то место, в котором ломается напряжение в теле. У меня напряженный позвоночник, я себя закручиваю и гнусь где-то в районе солнечного сплетения. Это последняя точка, которая у меня еще сгибается. Тот самый перелом напряжения. И опять этот пруд зажатый утягивает себя
похожее на японский поклон, такой небольшой, когда они просто голову наклоняют. Стегнуться обратно. В теле от этого напряженного растягивания всегда должно быть чуть-чуть больно. Как, ну, знаете, как приятная боль бывает от какого-то сложного движения. Это тонизирует, это дает какие-то там, не помню, как эти гормоны называются, которые... Там... Нет, это не эндорфины. Эндорфины, они... Это все-таки радость. Можно даже адреналин какой-то. То есть оно просто тонуса создает в теле, когда ну, как бы с пустого места ты даешь себе возможность начать действовать. Не только разминаешься физически, чтобы ну, просто мышцы свободно уйти, но дает на психологию. Значит, дальше еще посложнее движение, мы называем его лес. Значит, что здесь важно? Важно держать ну, примерно прямой угол между подмышкой. Складываемся в сторону. Ощущение, как будто у вас палка между руками. Сложились в другую сторону. Назад. Тут все через силу, через такое, это, наверное, самое напряженное упражнение из всего, что мы сейчас делаем. Вот. Долго его можно не делать. И потом нужно себя отпустить на том же уровне и попробовать покатать себе медленно. Вышли назад, скрутились, руками вниз. Дальше я покажу, вы смотрите, насколько у вас это получится. Тут с одеждой могут быть вопросы, насколько позволит сделать. Это полный оборот. Достаточно широкие ноги, и здесь очень принципиально держать согнутыми колени. Я, возможно, покажу слишком экстремальный вариант этого упражнения, но есть к чему стремиться. То есть я свесился, чуть-чуть себя раскачал. Получилось. Значит, так скажем, задача даже, наверное, не столько во вращении, сколько в попытке зависнуть на согнутых ногах. Такой полумостик сделать. На самом деле движение не столько сложное, сколько непонятное для тела. На самом деле все очень просто. Для того, чтобы хорошо себя удержать в такой позиции, нужно разобраться с физикой. Центр тяжести у меня в тазу. В данном случае включается еще голова как дополнительный центр тяжести. И нужно их уравновесить. Чем дальше я запрокидываю голову, тем дальше в другую сторону мне нужно вывести таз. Видите? Вот. Дальше. Элементарный выход в мостик. Он элементарен только тем, что он физически легко делается. То есть у меня тело далеко не самое гибкое. Я, мало того, еще езжу на велосипеде, у меня ноги перекачаны от велосипеда.
Но просто за счет того, что я правильно себя распределяю, выхожу ногами далеко вперед, я могу легко сделать вместе. Вот это так, просто показал. И последнее, и вот это самое главное, к чему мы пришли, это движение таза. Таз у нас не только центр тяжести, но вообще основа всей активности двигателя. Им нужно уметь работать на полную катушку. То есть немножко согнутые ноги, фиксированные плечи. Плечи должны быть на одном уровне. Сразу покажу, если не удается выключить плечи каким-то сознательным усилием, их можно заблокировать таким замком, вывести вперед, поставить руки. Желательно этого избегать. Желательно, чтобы плечи не двигались по команде сверху. Дальше мы начинаем движение таза. Движение очень широкое. Вперед выходим далеко, в сторону, назад. Тоже большой плоский круг. Вот какая-то. Любую точку таза берем, любой точкой чертим большой круг. Хорошо. Встряхнуть. Это была разбинка. После суток в поезде прекрасно. Да. А еще отлично в поезде прямо начинает делать. У меня просто актеры уже настолько это все вбито в голову, они просыпаются и в любом месте начинают делать разбинку. Я считаю это своим высшим педагогическим достижением. Все остальное это так. Так, сейчас попробуем немножко разобраться с зажимами телесными, которые есть, могут быть, которые мешают актерам в работе, мне кажется, мешают людям жить. Начнем с плеч. Какая будет простецкая задача? Прокрутить руку. Ну, сразу хорошо поняли. Для того, чтобы рука крутилась в одной плоскости, нужно уметь освобождать плечо. Тут, к сожалению, картин много. Обычно это хорошо показывают на стене. Ну и почему-то подойдя. Ну, с другой стороны, если все правильно делают, то картина не пострадает. Вот плоскость движения одинаковая. Картина не страдает от того, что я делаю. Вот. Если рука смещается, если плоскость включается какой-то такой не плоской, значит неподвижное плечо. Движение, от которого зажим, от которого надо избавиться. Попробуйте то же самое на втором плече сделать. Что? Сейчас покажу. Есть такое хорошее упражнение, оно называется уточка. Значит, я ко всем потом подойду, покажу, как его правильно ставить. Достаточно индивидуальная такая расстановка. Рука не должна быть слишком близко и не должна быть слишком далеко. То есть должен быть какой-то средний вариант позиции. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся вывести локоть наверх, но при этом оставив кисть на том же углу. Это нужно сделать только если у вас пойдет в работу плечо. Вот кисть у меня здесь на одном углу. Чуть-чуть, может быть, куда-то смещается. Движение начинается в локте, доходит где-то до середины, и потом начинает выкручиваться плечо.
сложно понять. Локоть выворачивается. Чуть-чуть вниз опускается. Еще? Оно чуть-чуть опускаться всегда будет. Насколько есть возможность вывернуть, у меня позвоночник начинает дальше включаться. Но моя задача вывести локоть наверх и сделать все, что в моих силах для того, чтобы кейс не поднялся. Тут нет. Это очень хорошо делать, когда есть шкаф вот такой высоты. Положил руку на шкаф. Друг может опуститься, а шкаф нет. Ну вот примерно вот я не знаю, тут я сел и выкрутился. Немножко похоже на такой полицейский захват, когда руку заламывают за спину. Да. Ой, запустила. Шея. А как зажиму шею? Теперь убрать. Что за занятие уже говорит? Только убрать зажимы. Я не могу идти. Заглавище и шею. Да. К сожалению, эту утку надо делать часто. То есть ее за один раз все равно ничего не снимется. И как диагностический критерий попробовать сделать мельницу. Не просто вращать в спокойном ритме. Желательно зажать руку в кулак, потому что кровь будет приливать в лицо. И попробовать разогнать себя до космических скоростей. То же самое с правой рукой. Совершенно свободно. Часов ни у кого нет, друг. У меня обычно 5 ровно уже. Я просто обычно перерывы делаю 45 минут, перерывчик небольшой. Ну, еще раз. Меня часто всегда такие коротенькие мастер-классы смущают. Проще взять людей на двое суток и заниматься с ними фулл-тайм. Не было заказов. Со своими занимаюсь, если получается, с актерами. Ну, это все вопросы аренды помещений. На выезде бывает, на фестивале приглашают, берешь 5 часов занятия. Маты нужны, одежда сменная. Попробуем немножко в другом ключе с руками поработать. Есть такое одно из базовых понятий двигательной техники движение по типу волны. То есть все, что мы, в принципе, любое движение, которое мы делаем, так или иначе, это волна, даже если это движение прямое, просто у волны нет амплитуды, оно погашено. Ходим, у нас нога волной двигается, просто ходим. Зачастую обходим, поэтому мы эту волну не видим. Сейчас мы попробуем сделать такое красивое движение. Представьте себе, что у вас в руке лежит батон, в руке кусок масла. Ваша задача намазать кистью масло на батон. Движение продуцируется плечом. Завод. Все движения руками всегда начинаются в плече. Плечо выходит, вытягивает локоть, вытягивает кисть, тянет обратно. Здесь какой принцип? То есть всегда нужно представлять себе, не знаю, у кого какой склад ума. У меня отец кандидат математических наук, поэтому у меня в голове синусоида рисуется. Пошло плечо вытянуло локоть. Как только локоть пошел вперед, плечо уже уходит назад. И так с каждой частью тела. Плечо вперед, локоть вперед, кисть вперед. Не только вперед, но и тут же назад. То есть, понятно, уже
результате длительных тренировок у меня это все в стадии автоматизма доходит. Местами бывает сложно объяснить, как что двигается. В волне на самом деле очень важно не столько математическое построение движения, как ощущение того, что волна перекатывается, но движение переходит постепенно через ту траекторию, которую вы себе задали. Плечом, локоть, кисть, прокат. Ну и масло снизу. Масло батон у нас плоский, поэтому мазать мы можем исключительно в плоскости. Еще раз. Плечо, локоть, кисть. Что еще могу сказать? Вот. Тоже очень четкое правило. Как только какая-то часть волны отработала, она тоже должна расслабляться. Именно поэтому у меня получается вот такая загогулина красивая. Что я отработал плечо, и оно выключилось. Оно возвращается в свое привычное положение, поэтому все остальное может гнуться. Локоть работал, складывается так, как дает сложиться уже плечи. Я не выдумываю красивое движение. Просто логика мышц такая. Вы делаете, я похожу, попробую поправить. Локоть, потом кисть. Чуть больше вращалки включает. Понятно, что с одного раза это все очень сложно сделать. Теперь попробуем сделать то же самое, только ногой. Значит, смотрите, у нас появляется новый момент, которого у нас не было в руках. На одной ноге мы стоим. Она все время должна быть готова, немножко согнутая, немножко такая заваленная. Если мы стоим на прямой ноге, или еще хуже, пытаемся прямую ногу согнуть, не выворачивая в сторону, будет очень неудобно. Немножко бедро в сторону уходит, получается хорошая, что на одной ноге, на другой. Вы сможете представить себе, что вы сели на лошадь. Лошадь положена бедрами поднимать. На одной ноге стоит. Лошадь где-то туда. В руке движение задавалось плечом. Здесь она на плечо, у нас таз. Первое движение – поворот в тазу. До того, как начинает двигаться бедро, как будто бы лежит мяч, я сейчас буду по мячу надвигать. И опять размазал. И вот смотрите, тот принцип, о котором я говорил, то, что в волне отработало, оно должно научиться быть расслабить себя. Если я пошел работать с тазом, как только у меня волна выходит куда-то за линию тела, тазу делать уже нечего. Он может расслабиться и приземлиться, упасть. В жизни мы очень мало внимания уделяем этой точке тела, хотя
куда ты ни глянь, какое ты движение не строй, хоть простой шаг, хоть вот то, что сейчас мы сделали, до каких-то сложных вещей, там, вроде кувырков, стоек сложных, вверх ногами, да, на плече стойка, допустим. Все зависит от таза. Таз всегда должен быть свободным, расслабленным, что бы мы ни делали. Попробуем такая пружинищая походка. Шаг, видите. Тот же самый закон волны. Таз, вытягивает колено, ставит ногу. Это первое движение. Дальше таз переносится на переднюю ногу. Сам таз. Разом ставит, перенесли. Ставит, перенесли. Ладно бы таз, это была бы полбеды, если только он не умел работать. Там еще есть тазобедренный сустав, который блокирует работу бедра. То есть мы когда ходим, у нас бедра практически не задействованы, выбора нет. Здесь, когда мы делаем вот этот мягкий шаг с волнообразной подачей, бедро должно идти немножко в сторону. Мягкое движение. Попробуйте. Мне нужно походить, посмотреть. Не могу. Просто пробуйте, при этом не двигать плечами, ставите их на одну ногу. Так, чтобы таз шел не вверх, так, чтобы он шел вперед. Попробуем сейчас такой назад вариант движения. Здрасте. Вы тоже хотите тазом? Нет? Вот здесь. Да. Получается, назад движение всегда выглядит от таза очень смешно. Нужно сделать вот так. Переставить. Переставить вторую. Немножко неправильно он показал с самого начала. То есть вот какая была стартовая позиция. Потом таз. Он не просто назад уходит, он тазобедренные расслабляются. Вот. Потом, получается, нога выкинулась, и таз на нее натружен. Подставили. Можно подставить, можно сразу закинуть назад. Таз наплыл. Перенес, наплыл тазом. Пошел дальше. И опять же, это движение легче делать, когда, допустим, широкое движение ногой заведем. Перенес таз, и удобнее бедром не прямо идти, а обводить. Смеху ради. Чарли. Все видели, как работает Чарли? А вот попробуйте показать. Ничего подобного. Умрете на втором же дубле, если будете так хотите. Дело в том, что там движение заложено в бедрах. Надо сделать такой народный выход. Раз, бедро поставить. Да, бедро поставить. А потом движение делать ни в коем случае не ножкой красиво. Именно бедро. Фиксировано пока.
нас это незаслуженно забытая точка в европейской культуре. Ну, для сравнения, то есть сравните балет и индийский танец. Шива стоящий, он же стоит попой назад, потому что это опора хорошая. Хорошая тренировка, кстати, для ноги, для этой опоры. Значит, такую цапку. И сесть. Позиция хороша тогда, когда бедро немножко уходит в сторону. С этой позиции можно сидеть столько, сколько позволяет мышца ноги. Она абсолютно костная, скелетная, как говорят. Вполне позволяет. Если я попытаюсь это сделать на прямом бедре, во-первых, я не сложусь, в штанах я это сделать не смогу. Во-вторых, я, наверное, умру, потому что я упаду на спину. Когда бедро чуть-чуть выходит. И все, я зависаю, становлюсь. Хорошо, попробуем сейчас. Все равно к ногам, к тазу, потому что по жизни очень важно. Попробуем медленно походить. Опять же, вопросы рациональной походки. Нас всех в детстве учили, что нельзя косолапить, что нужно опираться на внешнюю сторону стопы. Это все неправильно. Дело не в стопе. Опираться можно хоть на кончике пальца. Вопрос в бедре. То есть, все видели, наверное, фильмы про самураев. Как они потрясающе быстро бегают. С такой установкой. Они ходят на внутренней стороне. Абсолютно точно. Но опять же, дело не в стопе. Дело в том, как располагается бедро. То есть, стопа-то может смотреть куда угодно. Но двигаются за счет мышц бедра. Получается, что бедро должно быть вывернутым, независимо от того, как расположена стопа. Бедро все время хочет повернуть нас наружу. Опять же, если мы возьмем контролированный вариант, получится что-то такое. Движение, опять же, продуцируется бедром. Стопа просто подставочка. Все, просто сложно вывернуть. Хорошо. Пробуем медленный шаг. Мы перекатываемся по внутренней стороне. Бедро у нас немножко вывернутое. Пока мы делаем шаг с опорой на две ноги. То есть у нас маленький такой кусочек нога в воздухе. Опять же, для того, чтобы выворачивалось бедро. Я могу долго стоять на одной ноге только за счет выворота. Вообще я могу идти куда угодно. Могу поворачивать себя, как захочу. Все потому, что у меня вывернутые фиксированные ноги. Вот. А теперь попробуем, так скажем, смоделировать такой настоящий шаг. Когда мы идем, у нас часть времени занимает, обычный шаг, часть времени занимает прокат по стопе при опоре на одну ногу. Мы вот так вот мы не ходим. У нас все время идет перекат с пятки на носок. Когда мы ходим быстро, мы об этом не думаем. Надо попробовать сделать то же самое медленно. Вот я наступил, заднюю ногу оторвал,
называется «Та нога» или «Катя». Снова немножко пошатывает. Чуть-чуть уменьшить саму длину шага, чтобы была возможность хорошо себя крутить на одной ноге. Собственно, к одной ноге. На одной ноге остались. Вторая нога будет работать в ноге. Подъем на носок. Что? Да. Я думаю, чтобы еще такое показать. Какой-нибудь шаг. Ну, давайте. Да. Не так много вещей, которые можно без подготовки просто показывать стоя. Как я не придумываю что-то, все равно надо людей валить на землю, показывать что-то на земле. А мы попробуем такой пантомиму небольшую штучку. Она тоже очень хорошо объясняет процесс с расположением таза и с волнообразным движением. За это шаг вверх. Смотрите, в принципе. Ну, базовая позиция, как будто бы третья, только немножко шире. Если кто-то занимался, почему? Третья составленная, вот немножко расставлены ноги. И корпус направлен между ногами. То есть не в одну сторону, не во вторую, он смотрит по средней линии какой-то. Мы поднимаем переднюю ногу на носок, и в тот момент, когда она опускается до пятки, вторая нога выстреливает в направлении этой ноги. Не в направлении корпуса назад, а вот носок, линия носка. Вот уходит в ту сторону. Она ставится перед собой. И опять вспоминаем про бедро. Через выворот спускается. Через выворот опустилась. На месте, да? Если сделать это быстро и красиво. Вообще, все эти пантомимические шаги, они прекрасны тем, что в них, как бы, используя шаг вперед, можно двигаться назад.
Вопрос в том, куда вы себе поставите ногу. То есть, по сути, это движение вперед такое. А если я буду ставить ногу за спину, я пойду назад. И возвращаемся к тазу. Если все было бы хорошо и легко, если бы он не должен был быть мягким. Он все время проваливается. Нога остается согнутой, таз как бы на нее пружинит. Это нужно для создания ощущения, что вы идете против потока. Сильно выносит прямо ногу. Чуть ли не падаю. Кстати, а можно вот это видео как-то посмотреть? Я же вам сказала. Да. Я не знаю, у меня как бы в голове мысли закончились. А можно еще шаг на месте? Шаг на месте. Его очень сложно. Мне наверное носки. Я вот разделся и обнаружил, что у меня дырки. Мне очень неловко. Нормально. Да. Шаг, да. Шаг на месте вопрос достаточно сложный. Потому что вот то, что вы здесь сделали, очень такое растянутое в пространстве позиция, поэтому есть возможность хорошо тазом компенсироваться. Когда я делаю шаг на месте обычный, позиция зажатая, но в ней все равно должно работать бедро. Тут очень важно не шевелить плечами. То есть нога подносится в свое такое законное место. В это время опорная нога выходит на носок. Самое главное, Я знаю, что да. да, Перед зеркалом дома. самое главное держать на уровне плеч. Плечи держатся за счет того, что немножко назад. Таз у меня не прямо стоит, как положено, а чуть-чуть вот такой отставленный чуть-чуть. Когда таз отставленный, когда бедра в таком послабончике находятся, ну и хорошо, тогда последним попробуйте сделать назад. Вот нога летит ко второй и как будто бы ее выбивает. На носок, да. Мой муж так не думает. Пока. Это самое главное. Вот. Они не слушаются. Ну да. Теперь вот эта согнутая нога, ей никакого труда не составляет от стопы назад пойти. Как будто бы я стопой что-то зачеркиваю. Ну ладно, ты хочешь, чтобы ноги не слушаются. Ну, в общем, ладно. Будем считать, что Да, я вам все сегодня, что хотел,
что не хотел, показал. Я думаю, что если на следующий год опять будет этот форум, мы попробуем что-то сорганизовать поинтереснее с помещением и с программой. Ну, а так, спасибо. Сейчас, подождите, еще у нас один ритуал есть. Я не могу без ритуалов. Телефонный разговор хочется. Давайте опять заскрубимся. Получили какую-то информацию, в основном позитивную. Если негативная была, ее нужно отбросить, позитивную оставить в себе. И мы для этого всегда в конце занятия делаем такой условный ритуал. Собираем воздух на вдохе,